Дорогое дитя, я хочу, чтобы ты знала, что я говорю прямо к твоему сердцу. Вам не о чем беспокоиться, потому что я возьму на себя невозможное. Когда ветер и дождь подчинятся моему приказу, буря сомнений в вашем сердце утихнет. Приходи ко мне сейчас, и я дам тебе все остальное. Успокойте тревожные мысли и страхи, которые терзают ваш разум. Я надеюсь, что ваши дни мирны и ваши ночи мирны. Вы счастливы, но иногда игнорируете свои благословения и сосредотачиваетесь на страхах, которые никогда не сбудутся, или на людях, которые не имеют над вами реальной власти. Я Творец твоей судьбы. Поэтому я прошу вас сохранять спокойствие. И не обращайте внимания на сплетни. Даже если тысячи людей будут против тебя, даже если тебе придется столкнуться с последствиями своих ошибок, не бойся, ты мой любимый сын. Даже посреди хаоса, когда все вокруг в отчаянии, я защищу тебя от зла. Будьте сильными и смелыми, потому что я не оставлю тебя. Это глубочайшее доказательство моей любви к тебе. Я говорил тебе: свяжитесь со своим сердцем и ответьте на вопрос, который так долго вас мучил. Я люблю тебя и показываю это сейчас. Я сотру шрамы, которые оставили на тебе другие. Боль, которую ты испытал от их рук, но я знаю. Все, через что вам пришлось пройти, не было напрасным. Сегодня у вас есть сила, мудрость и зрелость, чтобы слушать и защищать тех, кого вы любите. Пришло время отпустить вас сейчас, когда вы готовы быть сосудом моей любви и нести мой свет тем, кто находится во тьме. Но враг знает ваш потенциал. Поэтому он пытается создать проблемы и украсть ваш покой. Если у вас нарушен сон или потеря уверенности и страх, вы можете снова почувствовать беспокойство. Но помните эту истину. Моя любовь к тебе безмерна. Моя доброта не знает границ. Мой Святой Дух не позволит тебе пострадать. Даже если ты споткнешься, поверь мне, я помогу тебе встать. Не думай, что я отвел от тебя взгляд. Если ты попадешь в ловушку врага, я помогу тебе, даже если твоя вера колеблется и твое сердце наполнено негативными мыслями. Я буду продолжать бороться за тебя и очищать твою душу своими словами. Я никому не позволю отнять твою любовь ко мне. Либо используйте меч, либо используйте нож. Будь то недостаток или болезнь, конфликт или опасность, благодаря всему этому вы одержали победу. Ты отказался от своих вредных привычек и отдал мне свое сердце. Поверьте, я буду вашим спасителем и защитником. В отличие от тех, кто жалуется и отвергает меня, когда я сталкиваюсь с трудностями. Он небрежно выразил свое разочарование, игнорируя мою непоколебимую любовь к тебе. Но я буду продолжать любить их и никогда не перестану. Пожалуйста, держитесь подальше от злодеев и молитесь за них. Не позволяйте презрению к моим словам проникнуть в вас. Продолжайте идти, оставайтесь сосредоточенными и не останавливайтесь сегодня. Я благословляю тебя невероятной силой. Двигайтесь вперед с уверенностью и сразитесь с врагами и проблемами, с которыми вы сталкиваетесь. Ты вырос, ты самый храбрый и чемпион среди чемпионов. Начинайте каждое утро с доверия нашему слову. И представьте передо мной свою веру и мольбы. Пожалуйста, имейте это в виду.
Для меня нет ничего невозможного. Я рядом с тобой, готов помочь тебе во всем. Вы вступаете в сверхъестественную жизнь. Так что сохраняйте спокойствие и наслаждайтесь моим покоем. Приходи, я тебе звоню. Твое место здесь, прямо передо мной. Когда вы преклоните колени и помолитесь с верой, благоговением и благоговением, наши войска придут вам на помощь. Сегодня я приказываю вам сохранять спокойствие и не волноваться. И найдите утешение в объятиях любви вокруг вас, при условии, что вы это получите. Поскольку мы решили благословить вас, вы позвоните мне, и я отвечу вам. Ваша жизнь вот-вот изменится. Поверь мне, я подарю тебе новое сердце. А те, кто вас знает, будут удивлены и помогут неожиданным образом. Будьте благодарны, потому что это откроет новые двери благословений и возможностей. Многие из них открыты и ждут вас. Пожалуйста, примите эту цитату и поделитесь ею. Не забывайте молиться. Со мной легко говорить. Просто закройте глаза и скажите: «Боже, Ты мне нужен, и я буду рядом с Тобой». Конечно, потому что на самом деле мое присутствие никогда не покинет тебя, пока ты не отвернешься от моей благодати или не отвергнешь мои благословения для тебя. Во времена смятения не открывайтесь ложным учениям. Не позволяй ненависти управлять твоим сердцем. Не вливайтесь в ряды тех, кто клевещет на тех, кто не причинил вам никакого вреда и не является вашим врагом. Не верьте всему, что видите, слышите или читаете. Если кто-то говорит что-то плохое о ком-то другом, не верьте этому сразу. Не попадайтесь в ловушку, расставленную вашими врагами. Мои глаза ищут честное, правдивое, преданное сердце, которое любит меня и уважает мои правила. Я призываю вас вдохновлять других. Просвещайте свою семью и делитесь этими словами Божьими, чтобы избежать греха вмешательства в дела других. Если вы волнуетесь и не понимаете, о чем я говорю, пожалуйста, найдите минутку и послушайте еще раз. Это вся информация, которой я располагаю. Я надеюсь, что ваше сердце поймет этот символ, который я посылаю вам. Ты всегда молишься о мире, и я дам тебе мир. Но, пожалуйста, примите мои слова близко к сердцу. Помните, когда ваши враги пытаются сожрать вас, как рыкающий лев, бросьте вызов своим убеждениям. Мой голос – ваш проводник. Ваша душа принимает это. Мои слова осветят ваш путь и дадут силы преодолеть любую ситуацию. Если ты будешь день и ночь вкладывать мои слова в свои уста и следить за своими мыслями, ни один враг не причинит тебе вреда. Если к вам приближается преступник, не бойтесь. Я даю тебе силу, и когда ты скажешь эти слова с верой, все злодеи разбегутся. Бедность, нужда и болезни больше не будут в вашем доме. Никто не будет возражать вам, ибо слово мое щит для семьи твоей. Я хочу видеть, как горит твое сердце. Ваши глаза откроются, ваше сердце пробудится, и вы будете готовы получить множество благословений и мыслей. Пришло время покорять новые земли и пожинать плоды своих жертв и упорного труда. Все, через что вы проходите, не бесполезно. Все в вашей жизни делается для вашего блага.
В вашем доме ваша семья станет свидетелем великих чудес и поймет мою цель для каждого из вас. Уважайте всех и ни на кого не смотрите свысока. Независимо от возраста, статуса или прошлых ошибок. Не судите тех, кого я простил. Поддерживайте и помогайте своим близким расти. С учетом вышесказанного, я желаю вам еще много благословений, и пусть эти благословения перетекут через вас к другим. Река жизни течет из вашего сердца к людям, которых вы встречаете на своем пути. Через вас они испытают чудо и исцеление. В вашей улыбке они найдут надежду, которую ищут. Даже те, кто не следует за нами, обнаружат, что мы искренни и честны. Так же, как я оказал вам милость. Я также помилую каждого, кто отвернется от зла и придет ко мне с искренним сердцем. Сегодня я осыпаю тебя любовью. Разгоните темные тучи отчаяния, и я покрою вас тенью моей благодати. Выйдите из дома и посмотрите на небо, поднимите руки и дайте миру понять, что мы ваши пастыри и кормильцы. Ты доверяешь мне всем своим сердцем. Я сдержу свое обещание до конца. Просто сделайте это и получите помазание исцеления. Почувствуйте силу, которую мы даем, и не бойтесь и не уставайте. Продолжайте двигаться вперед, делясь моими словами. И не забудьте поблагодарить меня за все благословения, которые я вам дал. Я уверен, что из-за этих мыслей у тебя проблемы со сном. Обратите внимание, бояться не нужно. Я с вами, рассеивая тени прошлого, освобождая от бремени грехов и залечивая оставшиеся раны. Цепи, которые когда-то связывали его, были разорваны навсегда. Мы с уверенностью смотрим в будущее, и я никогда не оставлю тебя, потому что всегда буду рядом с тобой. Пожалуйста, примите мою правду. Я люблю тебя так сильно, что обрел силу, принеся себя в жертву на кресте, чтобы ты мог иметь вечную жизнь. Пожалуйста, поверьте моему обещанию. Я наставлю тебя на правильный путь и закрою двери, которые сбивают тебя с пути. Подойдите ко мне с убеждением. Если вы сделаете это, я гарантирую, что мои благословения будут дарованы вам. Вы никогда не одиноки, изолированы или растеряны. Все, что вы можете сделать, это молиться. С уверенностью ожидайте благословений, о которых вы молились, но еще не получили. Знайте, что скоро оно окажется в ваших руках. Открытый рот. Тогда я дам тебе пищу, как мед из скалы. Я дам тебе лучшую пшеницу. Мое обещание будет отправляться вам каждый день. Я всегда готов дать тебе больше. Наполните себя этими словами мира. Дон носит с собой щит, который защитит вас от злых атак. Пусть ваша семья примет мое обязательство. Почувствуйте красоту благодати в своих действиях. И приносить мир каждый день. Я сотворю в вашей жизни, казалось бы, невозможные чудеса. Для вас я обеспечу здоровье, еду, свободу и благополучие вашим близким. Кто еще может подарить вам необыкновенное счастье? Есть ли еще кто-нибудь, кто понимает ваше мышление и понимает, чего вы действительно хотите? Есть ли еще кто-нибудь, кто мог бы наполнить вас такой нежной, исцеляющей любовью? Я не тот, кто отдал свою жизнь на кресте и воскрес из мертвых, чтобы принести вам спасение.
Я автор ваших дней и творец вашей судьбы и будущего. Ничто не выходит за рамки моих возможностей. Многие люди купились на ложь мира. Я считаю, что не люблю их, поэтому я здесь, чтобы наказать их. Но когда я говорю о любви, они становятся скептически настроенными и разочаровываются. Они любят неправильные идеи. Застрял внутри. Но теперь, мое дорогое дитя, послушай меня. Это очень много значит для вас и вашей семьи. Мощные и чудесные благословения находятся в пределах досягаемости. Я надеюсь, что ты поверишь в эту великую любовь, будешь добрым, терпеливым, понимающим, не злишься и не делаешь зла. И радуйтесь истине, прилепившись к этой вечной любви, которая всему верит, всего надеется, всего поддерживает. Пожалуйста, держитесь крепче за эту любовь, которая никогда не перестает. Ибо это есть венец сверхъестественных благ, данный вам любви, надежды и веры. Эта любовь величайшая из трех, и она будет длиться вечно. Примите это и напишите «Я принимаю» своей рукой. Просыпайтесь каждое утро с решимостью и верой. Это сделает ваше сердце счастливым. Не беспокойтесь о жизненных проблемах, потому что вас нелегко разочаровать. Ты глубокое отражение меня. Имейте в сердце сильное желание поступать правильно. Помощь и услуги объедините свою семью и сохраните гармонию. Приветствуйте каждый день утром моими благословениями. Продолжайте следовать за ним. Не теряйте эту веру. Ваше присутствие – это ваше обожание и восхищение. Ты добрая душа, и твои действия трогают мое сердце и прославляют мое имя. Мне бы хотелось, чтобы больше людей знали кого-то столь же сильного в вере и любящего, как ты. Я его очень уважаю. Вы пережили жизненные бури и никогда не питали ненависти или обиды на ложных друзей, которые причинили вам боль или украли ваше имущество. Но они не смогут украсть то, что для вас самое ценное – вашу веру, вашу преданность. Непоколебимая решимость выполнять свою волю, несмотря ни на что. Ты мой любимый сын. Без сомнения. Слова, которые я посеял в вас, принесли много плодов. Вас еще ждет много благословений и подарков. Вас ждет блестящее будущее. В любой ситуации вы можете смело рассчитывать на мою поддержку. Если вам что-нибудь понадобится, вы можете с уверенностью прийти ко мне и излить свое сердце на мой жертвенник. Даже когда меня искушают сомнения и ошибки, я остаюсь верным. Я не оставлю тебя и окружу тебя своим присутствием, где бы ты ни был. Небесные армии окружают вас, готовые помочь вам. Позвольте мне победить каждого жестокого врага, который может бросить мне вызов. Даруй мне исцеление и удали всю боль. И дай мне силы провозгласить мое слово. Уничтожьте темные силы, вашу жизнь, вашу семью, ваше здоровье, ваши финансы. Под вашей крышей я буду свободен и жить в победе, а ваши дома будут освящены моим славным присутствием и сверхъестественными чудесами, происходящими каждый день. Вас будет окружать добрая семья. Ваш заботливый дух благословит вас. Однако продолжайте оставаться собой. Не сомневаюсь. Ищите себя, учитесь и по-настоящему растите, и погружайтесь в мой Святой Дух.
Пусть Святой Дух каждый день открывает вам мою любовь и принимает мир, который укрепляет вас. Дорогое дитя, я люблю тебя навсегда. Сегодня ты заставляешь меня благодарить меня за еще один день в моей жизни. Что вы ищете? Нет ничего плохого в том, чтобы открыть рот и выразить свою благодарность своими словами. Я знаю ваши желания еще до того, как вы их выразите. Просто поверь и пойди со мной и проведи время спокойно. Найдите тихое место и подумайте обо всех причинах, за которые вы должны быть благодарны сегодня. Моя сверхъестественная защита для твоей жизни. Ваша семья, ваше здоровье, воздух, которым вы дышите, еда на столе и место, где ангелы-воины могут разбить лагерь и наблюдать за вашим домом. Следуй за своей мечтой и всегда будь готов к бою. Есть бесчисленное множество причин быть счастливым. Есть так много мотиваций размышлять каждый день. Пусть ваше сердце наполнится позитивной энергией. Пусть ты откроешь глаза и увидишь мою доброту в своем путешествии. Заставь тебя поверить, что я творец твоей судьбы. Я живу с благодарным сердцем, сознавая свою зависимость от меня. Ищите меня в вере и надежде. И знайте, что оно обильно благословенно. Иногда я вижу людей, беспокоящихся о жизненных событиях. Это понятно. Не волнуйтесь слишком сильно. На ваших плечах лежит тяжелая ответственность. Вы надеетесь, что все пройдет хорошо. Наполните свой дом предметами, которые сохранят здоровье вашей семьи и обеспечат вам желаемый мир и стабильность без происшествий и сбоев. Иногда, когда наступает темнота, я забываю быть благодарным. Враг нашептывает вам нечистые мысли. Превращение тревоги в страх, когда он окружен ложью, он превращает свой страх в тревогу и отчаяние. Я с нетерпением жду возможности увидеть, как вы поднимете руки и произнесете слова, которые заставят ваших врагов бежать. Спасибо вам за вашу жизнь, вашу семью, ваше здоровье и все, что у вас есть. Ваша искренняя вера и благодарное сердце станут вашим щитом в трудную минуту. Когда ты пройдешь через огонь невзгод, я буду у твоей постели, ожидая, пока ты проснешься. Я хочу услышать первые слова, которые ты говоришь каждый день из глубины твоей благодарной души. Спасибо, спасибо, что подарили мне жизнь. Даже если тебе сегодня нехорошо, пожалуйста, приди ко мне. Освободитесь от своего внутреннего бремени. Мы берем каждую эмоцию и меняем ее. Превратив печаль в радость, сожаление в покой, вину в надежду, тень печали задерживается в ее мыслях, и она все еще слышит голоса прошлого, обманывающий ее. Я сотру эту печаль навсегда. Я Бог всемогущий. Вы, мои возлюбленные дети, которые слушаются, верят и верно следуют за мной. Сегодня я использую силу своей крови, чтобы освободить вас от всей душевной боли. Слышание моего голоса приносит исцеление и чистоту. Независимо от того, где вы находитесь, у вас идеальное здоровье с головы до ног. Поднимитесь, поднимите надежду с земли и вместе идите вперед по этому пути к вершине победы, к месту победы. Привязанности, которые я поместил в ваше сердце, запечатлены моим Святым Духом. Благословения, которые я кладу перед вами, реальны и реальны. Пока ты веришь в меня и мои вечные слова, ты поймешь.
Нет ничего плохого в том, чтобы открыть свое сердце Небесному Отцу, который глубоко любит вас. Вы не думаете об этом. Всем, кто следует моему слову и смело верит в смирение и простоту. Признайте свои ошибки, отбросьте зло и неуклонно двигайтесь вперед. Могучее и прекрасное чудо находится прямо перед нами. Я люблю тебя, мой дорогой сын. Я хочу исцелить его. Разорвите его цепи и снимите все проклятия и заклинания, которые его сдерживают. И заставить его поверить, что во Вселенной есть кто-то более могущественный, чем я. Это ложь внутри лжи. Небо и земля содрогнутся от звука моего голоса. Сила зла падет передо мной. Никто в этом мире, человек или духовный человек, не может противостоять вам, причинять вам вред или ранить вас. Потому что ты не один, и наши руки вокруг тебя. Моя святость окружает тебя. Сила нашей крови защитит тебя день и ночь. Никаких больше слез печали, боли и отчаяния. Примите и почувствуйте мир и счастье, которые я предлагаю вам сейчас. Расскажи мне, как ты это получил. Скажите, что вы верите мне, встаньте на колени и поблагодарите за любовь и чудеса, свидетелями которых вам предстоит стать. У нас есть хорошие новости, которых вы так долго ждали. Я решу все проблемы вашей души и благословлю вашу семью, здоровье и финансы. Вы находитесь в процессе выздоровления. Слушайте внимательно, поскольку я буду направлять вас во всем, что вам нужно делать. Таким образом, вы ничего не потеряете и все пройдет гладко. Пожалуйста, дайте мне немного времени. Встаньте на колени и обязуйтесь сдержать свое слово. Доверьте мне свои страхи и бремя. Укрепи свой дух моим присутствием. Мои планы и цели для вашего блага и счастья. Не все так просто. Иногда приходится сражаться. Но я всегда буду рядом с тобой и укреплю твой дух до конца. Если вы верите, скажите «Я верю». Когда вы примете меня в свое сердце, провозгласите «Я открываю вам свое сердце». Если вы хотите, чтобы я взял под контроль вашу жизнь, провозгласите «Господь, будь моим царем». Мой Бог, верь, когда бы ты ни попросил меня о чем-нибудь, дорогой сын. Покажи мне свою веру. Потому что ваша благодарность – самый прекрасный подарок, который вы можете сделать в этот священный момент, который мы разделяем вместе. Не бойтесь прийти ко мне. Я никогда не отдам тебя. Ваши грехи смыты моей кровью. Тебе не нужно стыдиться передо мной. Даже если ты далеко от меня и забыт мной. Я проявлю к вам милость и пошлю 1000 ангелов, чтобы спасти вас из лап дьявола. Так что вы можете прийти ко мне, и мы устраним все препятствия на вашем пути. Ты можешь найти дорогу назад. Ты вернешься завтра, дорогая. Вы принесете мне хорошие новости об открытых вами чудесах и об изменениях, происходящих в вашей жизни. Я буду рад, что вы подтвердите свою лояльность. Слушай внимательно, сынок. Я хочу, чтобы вы были свободны от ненависти, презрения, печали и отчаяния. Слушай свой голос, но помни, я привел тебя сюда, чтобы изменить твою жизнь. Ты веришь мне? Или вы доверяете тем, кто стоит на пути вашего стремления к совершенству? Хотя сами виноваты,
и имеют ущербное мышление. Никто в этом мире не может похвастаться тем, что он идеален передо мной. Не позволяйте вашей уверенности пошатнуться из-за того, что кто-то хлопнет дверью перед вашим носом. Ее здесь очень любят. Перед вами открыт только один истинный путь. Позволь мне остаться здесь в вечной жизни. Есть только одна дверь к совершенному счастью и вечному блаженству. Вы всегда найдете чистую и святую любовь, принятие и привязанность. Приходите смело день и ночь. Независимо от того, насколько плохо вы относитесь к себе, считаете себя неудачником или признаете слабости в своей семье, которые приводят к вашей зависимости, совершению преступлений и преступлений, мы здесь, чтобы помочь. Как бы вы ни вошли, вас примут в этой ситуации. Я слышу ваши молитвы покаяния. Если ты хочешь принять мое прощение и попробовать еще раз, я дам тебе еще один шанс. Давай, отдай свое сердце. Не нужно объяснять, я понимаю, ты хочешь моей любви. Я здесь, чтобы любить тебя. Доброе утро, дорогой. Как ты себя чувствуешь сегодня? Наш разговор конфиденциальный. Поэтому, пожалуйста, расскажи мне все. Выдохните и освободите свое бремя. Услышьте мои могущественные слова, и мои исцеляющие руки коснутся вашей души. Утешайте свои плачущие глаза и разорвите цепи, которые связывают вас. Эмоции, которые пронзают твое сердце, как железные гвозди, можно стереть только моей силой. Надеюсь, ты обретешь покой. Ваша вера обновлена. Вернитесь снова и почувствуйте тот же энтузиазм, который у вас был всегда. Летайте выше и воплощайте свои мечты в реальность. Я хочу, чтобы ты почувствовал себя лучше. Мне важно, чтобы ты приходил ко мне каждый день. Вместе мы с тобой перепишем темные главы жизни и вместе напишем новые истории. Надеюсь, ты сможешь увидеть себя настоящего. Будь моей любовью с победоносным духом и будь готов встречать каждый день по уважительной причине. Знайте, что ваше прошлое не является препятствием для того, чтобы снова обрести счастье. Это может стать огромным благословением и оказать жизненно важную поддержку многим людям. У вас под рукой много семян, готовых к посеву. Перед вами плодородное поле. Пожалуйста, встаньте и посмотрите. Ваша семья нуждается в вас. Сердца всех размеров наблюдают за тобой. Враги постоянно пытаются отрезать им крылья и поймать их в ловушку. Рана выглядела незначительной. Но твое сердце медленно кровоточило, и ты почти заблудился, но ты послушался меня и проявил свою чуткость. Признайте свои ошибки и покайтесь в своих грехах. Его покаянная молитва – это прекрасная жертва, принесенная на небесах. Сегодня вы возвращаетесь домой с пылкой и ревностной верой и проложите свой путь в борьбе за жизнь. Я рад, что вы мне доверяете и готовы поделиться своими самыми сокровенными мыслями и переживаниями. Вы снова чувствуете радость жизни. Но есть более глубокие, скрытые части вашей души, которые необходимо изучить. Разговаривая со мной каждый день, ты станешь сильнее. Увеличьте свою веру, и вы станете более благодарны за то, как я снял этот груз с ваших плеч.
Ваш дух просветлеет, и радость наполнит вас. Ты можешь слышать мой голос? Я очень забочусь о тебе. Я рад видеть вас здесь. Это действительно чудо. Принимайте любовь и питайте свою душу моими словами. Вы заметили изменения в себе, но у вас все еще есть опасения. Вот почему я здесь. Это правда, что определенные ситуации могут беспокоить ваш разум и вызывать умиротворенные мысли. Но помните, вы можете найти решение, молясь каждое утро и встречая день со счастливым сердцем. Освободите себя от бремени, которое вам больше не нужно нести. Сынок, подумай об этом, подумай о самом главном. Пока я твой опекун, тебе не придется беспокоиться ни о чем. Не бойся, я всегда буду рядом с тобой. Я люблю тебя, буду заботиться о тебе и следить за тем, чтобы у тебя было все необходимое. Примените свою веру в действие и поднимите себе настроение. Приходите ко мне, стоите ли вы на коленях, сидите или лежите на кровати. Закройте глаза и с благодарным сердцем выразите благодарность за свою семью, работу и здоровье. Иногда даже не нужно спрашивать. Но я ценю вашу просьбу и надеюсь, что вы обратитесь к ней с непоколебимой уверенностью. Мои уши внимательны к твоему голосу. Мои ангелы с нетерпением ждут ваших молитв. Они были созданы, чтобы подчиняться моим повелениям и служить вам. Ты мой сын, и я наполню твою жизнь благодатью. Я защищу тебя добротой. На самом деле, вам следует заказать у меня. Так что не бойтесь искать лучшую пшеницу. Шими, открытое окно в рай, самое драгоценное благословение. Используй свою веру, и у меня будет сила сдвинуть горы печали. Разрушьте барьеры зла и разорвите цепи греха, зависимостей и разрушительных привычек. Дарите все хорошие, милые, добрые и поднимающие настроение, даже когда шансы кажутся непреодолимыми. Если это будет способствовать вашему вечному росту и счастью на земле. Слушайте с любовью в лучшие моменты. Я буду отвечать вам бесконечно. Я понимаю ваши вопросы, страхи и желания. Я знаю твои слезы, минуты разочарования и одиночества, поэтому никогда не отпущу твою руку. Я понимаю, что ты снова нуждаешься во мне. Не так давно вас переполняли печаль и отчаяние. Воззовите к Богу и скажите, где ты? Сегодня я посылаю вам этот сигнал о том, что я действительно слушаю вас и сосредотачиваюсь на ваших нуждах. Я не мог бы сказать это яснее. Но я слушаю тебя. И чтобы показать вам, что, однако, этот момент наступит. Продолжайте ежедневно молиться, ощущайте мое присутствие с вами и стремитесь узнать меня лучше. Я твой Отец, и моя любовь непоколебима. Поверь мне, я не буду обманывать. Я очень тебя люблю и желаю тебе здоровья и счастья каждый день. Это придаст вам сил укрепить свою решимость. Будьте готовы к путешествию. Вот почему я буду продолжать каждое утро вдохновлять вас вдохновляющими словами и посланиями любви. Это ваше время. Ваше время пришло. Вы рождены, чтобы побеждать. Я никогда не хочу, чтобы вы жили в неудаче или разочаровании. Я знаю, что люди вокруг тебя критикуют тебя.
Это заставляет вас чувствовать, что вы никогда не добьетесь успеха, что вы недостаточно хороши, что вы неудачник, что вы неудачник. Но ваши пустые слова бессильны и не могут изменить ваш путь. Победа мне очень близка. Я твой источник надежды. Сегодня негативные мысли, пессимизм, все чувства неполноценности исчезнут. Мои священные слова исцелят вас, поднимут настроение, вдохновят вас и вернут вам счастье. Она воплотит в жизнь ваши новые мечты. Я хочу видеть тебя таким сейчас, с красивой улыбкой и счастливым сердцем. Ваша жизнь еще не окончена. Впереди у вас еще долгий путь. Но он полон очаровательных сюрпризов и внимательных людей. Ответьте мне. Покажи мне свою веру. Заявите о своей ценности. Держи меня за руку и не отпускай. Я обещаю любить и заботиться о тебе безоговорочно. Моя божественная любовь к тебе неизменна. Сегодня я приду к тебе домой и изменю твою судьбу. Я пришел помочь тебе, потому что ты призвал меня с верой и искренностью. У меня есть эта сила, и я хочу ее использовать. Ключом к творению чудес является ваша вера. Тем не менее, я благодарю вас и всегда буду рядом с вами, независимо от вашей ситуации. Ты страдаешь и нуждаешься в моей помощи. Моя любовь утешает и исцеляет без осуждения. Мое нежное присутствие обнимает тебя молча и без осуждения. Тебе нужен мой внимательный слух. Терпеливо слушайте каждое ваше слово и не отвлекайтесь. Скажи мне правду, малыш. Скучай по мне. Это верно. Твои собственные силы достигли предела. Теперь пришло время понять ваши потребности. Вы и ваша семья знаете, что одиночество может привести к разбитым надеждам. Вы путешествуете по сухой пустыне. Место, где твоя душа жаждет любви. Из-за неосторожности путешествие стало трудным, наполненным водой и горячими камнями. Я понимаю, что ты чувствуешь. Даже с такой болью трудно продолжать идти и верить, что мои руки держат тебя. Но мы здесь, чтобы защитить вас от вражеских атак и вреда. Все, с чем вы сталкиваетесь сегодня, это процесс освящения. Точно так же, как золото может сиять, проходя через огонь. Когда вы очистите оставшиеся в себе негативные качества, вы тоже засияете. Я хочу, чтобы ты отпустил свой гнев. Гордость, страх, сомнения и неуверенность не оглядываются назад. Ничто в прошлом не может сравниться со счастьем, которое вас ожидает. Я прошу вас проанализировать свою жизнь и найти небольшие, но важные благословения. Помните о моих достоинствах и путешествуйте с чистой совестью. Вы ценны. Ваша семья бесценна. И ваше будущее дороже денег, имущества, дома, карьеры, репутации, популярности. Не бойтесь проигрыша и не лейте слезы из-за проигрыша. Расставьте приоритеты в том, что действительно важно. И поднимите свою духовную жизнь на новую высоту. Пожалуйста, выучите мои слова и углубите свои отношения со мной. Если ты откроешь свое сердце и примешь это, я покажу тебе много удивительных чудес в жизни. Пожалуйста, позаботьтесь о своем здоровье и состоянии своей семьи.
Немедли, я дал тебе силу и мудрость для решения любой ситуации. Сегодня я не хочу, чтобы в последнюю минуту вы почувствовали себя подавленными или безнадежными. Вставайте, будьте смелыми и действуйте решительно. Следуйте моим советам, и вам нечего терять. Даже если вы сталкиваетесь с противодействием или сопротивлением со стороны других, работайте над улучшением своей ситуации и принятием лучших решений. Возьми это мне в руки. Пожалуйста, помолитесь за них. Но не поддавайтесь их предложениям или жалобам. Тем, кто выбирает путь во тьму, нечего вам предложить. Знай, что я с тобой во всем. Но я прошу тебя поставить меня на первое место в своем сердце. При этом я не только вам помогу, но я также сделаю тебя процветающим и дам тебе благословения, более драгоценные, чем золото. Когда вы устали и отчаялись, я зажгу в вас волю к выживанию. Укрепи тебя и воскреси из пепла. Поверь моему обещанию, оно сбудется. Сын мой, я очень тебя люблю. Мне очень хочется прийти в ваш дом и творить удивительные чудеса в вашей жизни. Я позвоню тебе у двери. Вы открываете дверь для новых, чудесных, могущественных и сверхъестественных событий, которые произойдут в вашей жизни. Я понимаю вашу ситуацию и не позволю оставить ваш дом без внимания. Мое прикосновение к вашей семье принесет благословения, которые будут питать вашу семью на долгие годы. Ты был верен мне в течение долгого времени. Ты молишься, постишься, плачешь и держишь меня в центре всех своих действий и мыслей. Пришло время пожинать плоды вашей верности. Наполните свой дом изобилием, счастьем, смелостью и здоровьем. Будьте уверены, я сдержу все свои обещания, данные вам. Будьте готовы к большим переменам. Не оставайтесь на пути прошлого, полного забот и разочарований. Мои благословения включают мудрость, силу и способность принимать решения, чтобы защитить то, что я доверил тебе. Имейте благодарность и доверие, потому что я меняю вашу жизнь к лучшему. Вы быстро обнаружите возможности, которые подходят именно вам. Вы уже давно сеете семена веры в свои сердца. Даже среди великих невзгод и испытаний ты ни разу не усомнился в моей силе. Ты никогда не сомневался в моем присутствии рядом с тобой. Вот почему вы понимаете. Вот почему я помогаю вам. Сегодня я посылаю эти семена, чтобы они принесли плоды в вашей жизни и жизни тех, кто вас окружает. Награда за вашу честность уже близко. И я приношу в ваш дом больше, чем вы можете себе представить. Ваша вера ценна, а ваше смиренное и легкомысленное отношение приведет вас далеко. Будьте готовы, и я открою новые двери, и вы откроете для себя новые горизонты. Изобилие придет в ваш дом. Дитя мое, я люблю тебя сегодня. Знай, что твое будущее в моих руках. Пока вы остаетесь верны своим убеждениям, никакая проблема не сможет вас одолеть. Вся твоя еда от меня. Я благословляю твою жизнь. Во времена неопределенности оставайтесь в моем присутствии и ищите убежище в моих любящих объятиях. Приди ко мне, и ты обретешь покой. Не позволяйте врагу обманом заставить вас думать, что ваши проблемы непреодолимы. Моя сила в сочетании с твоей верой неизмерима.
Поверьте мне, не мирским путем. Твоя сила исходит только от меня. И только я могу тебя поддержать. Увеличьте свою силу, расширьте свой кругозор и увеличьте свое счастье. Когда ваша уверенность пошатнется, помните. Когда ты позвонишь нам от боли, когда почувствуешь себя брошенным, я буду здесь, чтобы подбодрить тебя. Пусть она знает, как сильно я ее люблю. И продолжайте показывать, что с тех пор нет никаких сомнений в том, что вы теперь близки к свершению многих дел. Сейчас не время останавливаться или позволять сомнениям затуманивать ваше мышление. Когда в прошлом возникают трудности, это часто происходит потому, что мы хотим держаться на расстоянии, не думать, не молиться, но я никогда не разлучался с тобой. Поэтому возложите все свое бремя на меня. Пусть твоя душа сегодня упокоится с миром. Пусть ваше сердце наполнится мужеством, чтобы вы могли идти туда, куда хотите. Поговорите с людьми, с которыми хотите поговорить. Боритесь за то, что правильно. Я с вами, и ваши мечты сбудутся. Я твой всемогущий Бог, и ты владеешь всем во мне. Я люблю тебя, и я здесь. Ты звонишь мне в моем отчаянии. Я здесь, чтобы утешить вас и ответить на ваши молитвы. Ваша сильная вера и искренние молитвы драгоценны для меня. Я благословляю вас обильно. Я знаю, что тебе нужно еще до того, как мы поговорим. Я хотел бы услышать ваши молитвы, потому что это как благовоние, поднимающееся к небу и касающееся моего сердца. Ваша непоколебимая вера и знание моей любви к вам принесут мир в ваше сердце. Пожирающие враги больше не смогут приблизиться к вам. Люди смотрят на вас и думают, что в вас есть что-то уникальное. Некоторые люди ненавидят и боятся вас, потому что злые люди знают, что их конец приближается. Вы и ваша семья одержат победу. Но напавшие на вас экстремисты будут побеждены и больше не поднимутся. Я наполню тебя Святым Духом, как сосуд, наполненный чистым целебным маслом. Я буду относиться к вам с большой любовью и благословлю вас этим чудесным благословением. Представьте себе, какие великие дела вы совершите. Сколько людей вы планируете благословить? Ваша семья поможет многим людям. Ты спасешь их от боли, болезней и смерти. Вы освободите множество людей. Будут формироваться новые дружеские отношения. Ваша личность также изменится. Ты сегодня светлый и счастливый. Вы откроете для себя доброту добрых людей, которые поделятся с вами своими благами. Я хочу, чтобы все знали, кто поддерживает тебя и кто тебя так сильно любит. Говорите уверенно, слова полные жизни и надежды слетают с ваших уст. Ты не оставишь меня и соблюдешь знамения, которые я дал тебе. Ваши грехи прощены, и наша пролитая кровь освящает вас и дает вам вечную жизнь. Я был бы счастлив быть твоим отцом. Вы будете радоваться дарам и чудесам, которые получите от меня. Потомство твое будет многочисленно, как песок морской. Я любил тебя великодушно вчера. Я люблю тебя больше с каждым днем. Ваше будущее в моих руках. Но мне нужна ваша вера, и я еще раз прошу вас не игнорировать это послание и не презирать то, как я говорю с вами. Я выбираю смиренные души, чтобы поделиться своими словами.
Пусть мир узнает эти 3 прекрасных слова. Бог добр. Я всегда буду дорожить вашей любовью, привязанностью и добротой. Это нормально, потому что я автор и создатель своих убеждений. Своими руками я сигнализирую о сотворении Вселенной. Я использую свой интеллект, чтобы определить границы звезд, планет и всех необходимых элементов в вашей жизни. Вы были созданы из праха. В мир, где находится ваше тело, вы однажды вернетесь в прах. Я превращу твое пыльное тело в бессмертное тело. Ты присоединишься к моим слугам, поскольку твоя душа терпеливо ждет со мной до конца. Мы вернемся на эту землю и вместе сразимся с силами зла. Будьте готовы, что однажды вы будете править вместе со мной. Но пока этот день не наступит, не прекращайте молиться. Я хочу, чтобы ты постоянно искал меня и исполнял мою волю. Пожалуйста, скажи мне своими словами, что ты всегда будешь любить меня. И если вы хотите, чтобы другие получили те же благословения, которые есть у вас, поделитесь этим посланием с теми, кого вы любите и нуждаетесь во мне. Присоединяйтесь к моей армии хороших новостей. Давайте праздновать жизнь вместе. Я никогда не ошибаюсь. Все происходит не случайно. Все в вашей жизни имеют божественную цель. Ты мое самое драгоценное сокровище. Ты крепко в моих объятиях. Даже если вы расстанетесь, я все равно люблю вас. Я буду продолжать любить тебя, несмотря на мои ошибки. Я тоже. Мое мнение остается неизменным вчера, сегодня и во веки веков. Когда ты падаешь духом, я прихожу к тебе лично. Ища простые пути избавления от боли, я учу вас, что истинная жизнь и мир не стоят за иллюзиями. Чтобы достичь свободы и победы, которых вы так жаждали, ты должен быть терпеливым. Перед лицом трудностей верьте моим словам и продолжайте идти со мной рука об руку. Я хочу быть с тобой, как настоящий друг. Таким образом, вы будете чувствовать себя в безопасности и полны решимости продолжать борьбу. Потому что я буду сражаться на твоей стороне. Помоги тебе, когда ты попросишь, помоги тебе, когда ты устанешь, ибо, когда ты слаб, время будет бороться за тебя. Наше небесное воинство защитит вас. Часто ты даже не знаешь, сколько раз я спасал тебе жизнь. Я открываю ваши глаза на духовный мир, чтобы вы могли увидеть моих ангелов-воинов и жестокую битву, которую они ведут, чтобы защитить вас. Я спас тебя от смерти. Я защищаю тебя от болезней. Я виню врагов твоей души в попытке поглотить тебя. Я подтверждаю свою любовь к тебе и буду помнить тебя, несмотря ни на что. Ты в безопасности под моей защитой и любовью. Но в то же время я прошу вас со всей любовью не унывать и не бояться перед лицом трудностей. Ты обещал мне, что будешь доверять мне и не отвечать на то, что говорят другие. Обнимаю тебя. Никакие угрозы и ложь тебя не коснутся. Вы находитесь на высочайшем уровне веры, зрелости и мудрости, и мы поставили вас вне досягаемости конфликтов, провокаций, клеветы и оскорблений. Они хотят увидеть, что вы делаете, и украсть ваш внутренний покой. Они знают, что если вам это удастся, ваш разум начнет бесконтрольно вращаться. Это может увести вас по неверному пути и, возможно, навредить другим на этом пути.
Поэтому, пожалуйста, примите мой мир. Это просто вопрос веры. Найдите минутку молчания там, где вы находитесь, и произнесите мои слова про себя или вслух. Сила моего обещания разорвет цепи и освободит вас от беспокойства по поводу неопределенности и лжи. Не теряйте хладнокровие, когда получаете плохие новости. Даже если это правда, я обещаю тебе перед лицом своей души, что я всегда буду с тобой. Злоумышленник думает, что вы слабы, и его слова причинят вам боль. Но не верьте и не прощайте их. Не позволяйте клевете и лжи овладеть вашим разумом и сердцем. Я дам тебе силу, необходимую для победы над ними. Даже если ты ошибаешься, я всегда с любовью выслушаю твое разбитое сердце. Пожалуйста, поверьте в это. Берегите себя от ошибок и плохих друзей. Вы обретете истинное счастье и получите обильные благословения. Кому верить, решать вам. Я просил тебя много раз. Помните, вы человек. Но я Бог, ты приносишь веру, я приношу силу, и я знаю, что иногда ты можешь быть слабым. Но я готов помочь тебе. Я защитил твою семью от вечной боли и буду защищать ее. Но я хочу, чтобы ты и вся твоя семья пришли ко мне. Примите мое слово и получите полные благословения моих божественных обещаний. Пожалуйста, поговорите с ними. Дайте им знать, что я понимаю каждый дюйм их жизни и что у меня есть особый план, чтобы это произошло. Если они думают, что что-то потеряли, скажите им, чтобы они не горевали. Будь то имущество, друзья, работа или даже если их планы не осуществятся. Все происходит по воле Божией. Наш любящий Бог все контролирует. В конечном счете, даже негативные ситуации принесут нам пользу. Ищите меня каждый день, благодарите и доверяйте мне во всей своей радости и печали. Когда ваше сердце наполнено хвалой, происходят великие чудеса. Пожалуйста, возьмите это и передайте им мое сообщение. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Это благословенное время для вас и вашей семьи. Вы сохраняете свою веру и остаетесь сильными. Я готов благословить вас. Теперь вы готовы к тому, что я приготовил для вас. Я хочу, чтобы ты забыл о трудных временах и освободился от чувства неудачи. Позвольте мне сказать вам кое-что важное. Ни один из моих сыновей или дочерей никогда не терпел неудач и не потерпит неудачу. Я люблю их, забочусь о них, готовлю их, поправляю, когда они падают. Они восстали, закрыли свои сердца, признались мне в своих недостатках и просили прощения, и я простил их с терпением и любовью. Они встают, отряхиваются и делают то, что я говорю. И продолжайте двигаться вперед, не отрывая взгляда от цели. И мой сын, и моя дочь совершают ошибки. Но они скромны и способны признавать свои недостатки. Прими мое прощение и оставь позади разочарование и чувство вины. Вы никогда не сможете потерпеть неудачу. Но у тебя все украли. Я верну его тебе и надеюсь, что ты привыкнешь к жизни, полной эмоциональной свободы. И не вините себя за прошлое, и не наказывайте себя за то, что лишаете себя возможности добиться успеха. Я надеюсь, что вы продолжите возрастать в вере и научитесь больше полагаться на меня. Я призываю вас сделать то, что вы считали невозможным.
Сынок, ты понял? Моя маленькая дочь, я выбираю тебя, чтобы благословить все, что ты любишь. Итак, вместо того, чтобы оставаться в статус-кво, вы поднимаетесь и преодолеваете все воображаемые ограничения, которые вы наложили на себя. Примите, что вы мой сын, моя дочь, и что трудности, с которыми вы столкнулись в прошлом, научили вас жить в постоянном эмоциональном напряжении. Преобладают необоснованные страхи, и ваша душа изо дня в день наполняется страхом. И твоя душа будет разрушена неправильными мыслями. Это трудный путь. Но ты усвоил урок. Сегодня вы умеете принимать мудрые решения и выбирать хороших друзей. Согласно моим пожеланиям, вы находитесь на правильном пути. Вы готовы победить и выйти на новый сверхъестественный уровень, наполненный могущественными чудесами. Благословения, которые ждут вас впереди, придадут вам уверенности, сил и радости. Пожалуйста, примите их без колебаний. Они все принадлежат вам. Я тебя люблю. Сегодня у меня для вас еще одно сообщение. Я вижу, как растет твоя вера. Полны энергии и энтузиазма. Полны энергии и энтузиазма. Вы растете и учитесь лучше узнавать меня и доверять мне. И жди подходящего времени, чтобы получить мои благословения. Я создаю армию смелых людей, готовых прожить свою жизнь страстно и решительно. Те, кто готов делиться любовью. Те, кто стремится меняться, и те, кто восстанавливает тело и душу. Вы один из избранных героев. Но будьте осторожны с тем, что вы слышите и что видите. Когда я молюсь вам, расставьте приоритеты в моем слове, питайтесь, погружайтесь в Святого Духа, читайте, слушайте, говорите, пишите, пойте. Делайте там все, что я предлагаю вам сделать. Духом Святым я искренне хочу, чтобы вы научились руководить. Я хочу дать вам великое благословение. Но заботиться о них нужно с любовью и ответственностью. Хвастовство недопустимо. Но встаньте и сияйте в смирении. Если ты примешь мое благословение, я дам тебе силы. Оставайся смиренным и чистым сердцем. Не сплетничайте и не клевещите на кого-либо. Тех, кто вами дорожит, пожалуйста, не поднимайте руки. Или не чисти свой язык, чтобы причинить вред другим или этим вещам. Кто вам поможет или дадут работу, приносящую доход? Тяжелая работа и верная служба. Это благословение для окружающих, вашей семьи и всех, кто вас окружает. Я избрал тебя, чтобы ты мог принести плод и пойти туда, куда я тебя послал. Пусть благополучие и благословение наполнят ваш дом. Я разговариваю с тобой как настоящий друг. Если вы хотите увидеть перемены в своей жизни, вы должны решить последовать за мной и идти со мной. Скажи мне, что ты сделаешь это. Вы собираетесь вступить в чудесную новую фазу. Если вы пойдете по моему пути, вы добьетесь успеха. Я называю тебя храбрым воином. Возглавьте свою семью и ведите вас от победы к победе. Пусть я буду с тобой во всех твоих великих победах. От славы в славу через хвалу и благодарение от вас и всех в вашем доме. Моя маленькая дочь и мой маленький сын, я люблю тебя и благословляю тебя, чемпион среди чемпионов. Я не ошибся, выбрав тебя.
Я знаю, что делаю, потому что хочу, чтобы ты глубоко почувствовал, как сильно я тебя люблю. Если вы считаете, что эта статья может принести пользу другим, пожалуйста, поставьте ей лайк. Ваше участие жизненно важно для охвата большего числа таких людей, как вы, которые хотят услышать и отпраздновать уходящую любовь. Теперь вы внесете изменения и будете за это глубоко благословлены. Будьте готовы, и я принесу вам обильные припасы и великую победу. За последние несколько месяцев вы столкнулись с конфликтами, проблемами и болью. И заботы, сегодня я здесь, чтобы убрать всю печаль и разочарование из вашей жизни и дома. Я признаю и вознагражу вашу веру в присутствии всех, кто насмехается над вами. Они будут шокированы и пристыжены. Но завистники увидят, что ваши победы умножены. В этом месяце вода уйдет. Я воспользуюсь своими сильными руками, чтобы расчистить вам путь, чтобы вы могли без страха ступить в землю великих благословений. Вы всегда находитесь на высоком умственном уровне и никогда не подведете. Я даю тебе жизнь и силу. Право оставить пола. Пусть ты будешь процветающим и счастливым. Я останусь с тобой даже в бурю, и ты не утонешь, не обожжешься, когда перейдешь бурную реку или пройдешь через огонь. Я дал тебе силу топтать змей и скорпионов и победить всех своих врагов. Тогда ничто не сможет причинить вам вред. У вас есть мое обязательство и мое благословение. У меня на тебя большие планы, и они сбудутся. Как я и обещал, я поведу тебя по правильному и доброму пути к твоей судьбе. Мы принесем вам чудеса и ответы, которых вы так долго ждали. Я всем сердцем посвящаю себя вам. Пожалуйста, обратите внимание на слова, которые я вам дал, и твердо следуйте по пути, который я показал вам сегодня. Я дам тебе необходимую силу и выносливость. Я проложу тебе путь и изгоню всех твоих врагов. Я открываю для тебя дверь благословения. Пока вы полны энтузиазма, работаете смело и бесстрашно, наступит прекрасная и процветающая эпоха. Я запечатлел это в твоем сердце, и ты никогда этого не забудешь. Эти слова будут звучать в вашей душе каждое утро. Вы больше никогда не проснетесь с чувством разочарования или грусти. Цепи, связывавшие вас, теперь разорваны, и любое проклятие, которое вас сейчас мучает, ушло навсегда и никогда не вернется. Ваша надежда будет восстановлена. Ваша улыбка будет сиять ярко. А уверенность, выраженная на вашем лице, вызовет восхищение окружающих. Вы вступаете во время чудес и сверхъестественных чудес. Вы станете свидетелем чудес, происходящих в жизни тех, кого вы любите. Я приготовлю для тебя трапезу благословений перед твоими врагами и восхвалю тебя перед твоей семьей и друзьями. Готовьтесь к новой жизни. Пожалуйста, смиренно примите эти замечательные подарки. Берегите свое сердце и никогда не забывайте, кто благословил вас. Приходите и слушайте мои слова каждый день и укреплите свою веру. Наполните свое сердце обязательством, которое сделает успех возможным. Я наблюдал за вами. И в этот особенный месяц я буду защищать тебя от скрытых опасностей и невидимых атак. Сохраняйте свою веру, как праведный воин. Не позволяйте своим врагам обмануть вас ложью и обманом.
неважно, кто против тебя. Потому что, как твой отец, я сделаю все возможное, чтобы защитить себя. В этом месяце я сделаю все возможное, чтобы принести вам счастье и благословение. Пока вы мучаетесь часами, я отвечу. Если ты в опасности, я буду твоим защитником. Вы можете рассчитывать на мою помощь, когда она вам понадобится. Моя поддержка вас также вечна. Я надеюсь, что ваша семья и будущие поколения поверят. Ваша верность, послушание, терпение и стойкость ко мне. Исходя из наших слов, в моем присутствии освободите себя от беспокойства. Помните, ваша миссия – быть терпеливым, сдаться и доверять мне во всем. Ибо я ваш Отец и ваш Бог. Не беспокойся о времени, которое я тебе даю. Если вы не доверяете мне и поддаетесь страху, вы не уважаете мою любовь. Принося печаль в свое сердце и болезнь в свое тело, пожалуйста, найдите время, чтобы быть со мной каждый день. Найдите мое лицо, подготовьте свою душу, и я сама открою вам дверь к изобилию. Будьте готовы быть счастливыми. Добро пожаловать в мир чудес. Для меня нет ничего невозможного. Но для вас все возможно. Мы заставим вас поверить, потому что вы полны решимости и никогда не перестанете верить в нас. Позвони мне, и я отвечу. Мы откроем вам великие сверхъестественные чудеса. Вы почувствуете себя сильнее, чем когда-либо. Вы подобны орлам, парящим в высотах нашей великой славы. Отсюда вы увидите новые благословения, которые мы скоро вам дадим. Ты знаешь, я не лгал, я люблю тебя. Я здесь, чтобы помочь вам, когда бы вы ни понадобились. Теперь я готов поднять тебя, исцелить и помочь выздороветь. Враг пытается украсть вашу любовь и благословение. Этот декабрь станет для вас синонимом триумфа, победы, счастья и подготовки. Пожалуйста, начните. Это в твоей душе. Пожалуйста, поделитесь этой новостью со своими близкими, откройте свое сердце, примите ее и почувствуйте великое чувство осознания того, что Небесный Отец с вами и что в декабре вас ждут великие благословения. Теперь скажи мне, что ты думаешь. Я наполню вас изобилием в этом месяце, и вы будете преуспевать во всем. Пожалуйста, внимательно выслушайте это сообщение и не игнорируйте мой совет. Если вы будете повторять эти слова каждое утро, вы проснетесь с чувством умиротворения и спокойствия. Это непобедимая духовная сила, сверхъестественный мир. Победа суждено стать вашей в этом месяце. Ваши желания и цели обязательно сбудутся. Я не мог уйти из этого года с пустыми руками, но мне пришлось принять решение поверить в себя. Положи правую руку на сердце и пообещай мне, что несмотря ни на что, ты найдешь меня каждый день. Тогда ум будет спокоен. Я знаю, ты будешь разочарован. Вот почему я говорю непосредственно с вами. Даже если внутри вас бушует буря, тревога попытается напугать вас, говоря, что вы не сможете достичь своих целей. Вы будете сопротивляться и не слушать. Не позволяйте мыслям о неудаче или провале затуманивать ваш разум. Вы рождены, чтобы побеждать. Сосредоточьтесь на том, что действительно ценно. Помимо материального достатка и личного успеха, позаботьтесь о своей семье и поддерживайте хорошее здоровье. Не вступайте в Новый год с семейными обидами.
Оставьте шрамы прошлого позади. Этот месяц знаменует окончание конфликта. Если вы будете искать меня каждый день с непоколебимой верой, моя слава будет царить в вашем доме. Мое величественное присутствие уничтожит все темные силы, которые стремятся разделить вашу семью и украсть ваше счастье. Поверьте мне, встаньте и продолжайте свой путь без страха. Потому что ты можешь победить любого, кто попытается вмешаться в твою судьбу. Изобилие придет в ваш дом. Я люблю своего сына, как ты сегодня. Знай, что твое будущее в моих руках. Пока вы остаетесь верны своим убеждениям, никакая проблема не сможет вас одолеть. Все ваши поставки от меня. Я тот, кто благословит твою жизнь. Оставайся в моем присутствии и найди убежище в моих любящих объятиях. Если у вас есть какие-либо вопросы, приходите ко мне, и вы обретете покой. Не позволяйте врагу обманом заставить вас думать, что ваши проблемы непреодолимы. В сочетании с твоей верой моя сила неизмерима. Поверьте мне, а не законам мира. Твоя сила исходит только от меня. И я единственный, кто может тебя поддержать. Увеличьте свою силу, расширьте свой кругозор и увеличьте свое счастье. Когда ваша уверенность пошатнется, помните. Когда ты позвонишь нам от боли, когда почувствуешь себя брошенным, я буду здесь, чтобы подбодрить тебя. Пусть она знает, как сильно я ее люблю. И продолжайте показывать, что с тех пор нет никаких сомнений в том, что вы теперь близки к свершению многих дел. Сейчас не время останавливаться или позволять сомнениям затуманивать ваше мышление. Если в прошлом у нас возникали трудности, то это часто происходило потому, что мы действовали, не думая и не молясь. Он хотел дистанцироваться от меня. Но я никогда не останусь от тебя в стороне. Так что отдайте все свое бремя в мои руки, и пусть ваша душа сегодня обретет покой. Пусть ваше сердце наполнится мужеством, чтобы вы могли идти туда, куда хотите. Поговорите с людьми, с которыми хотите поговорить. Боритесь за то, что правильно. Я с вами, и ваши мечты сбудутся. Я твой Господь над всем, и все, что у тебя есть, со мною. Я люблю тебя, и я здесь. Когда я был в отчаянии, ты плакал вместе со мной. Я здесь, чтобы утешить вас и ответить на ваши молитвы. Ваша сильная вера и искренние молитвы драгоценны для меня. Я благословляю вас обильно. Я знаю, что тебе нужно, прежде чем ты скажешь мне. Но я рад услышать ваши молитвы, потому что это как благовоние, поднимающееся к небу и касающееся моего сердца. Ваша непоколебимая вера и знание моей любви к вам принесут мир в ваше сердце. Ваши молитвы будут услышаны. Вы и ваша семья никогда больше не будете страдать от подобных проблем. Я дам тебе мудрость, и твое понимание укрепится. Имейте твердую веру и смело двигайтесь вперед. Ищите благословений, которые у меня есть для вас. Вырежьте в своем сердце имена людей, с которыми хотите общаться. Возможно, вы давно их не видели и не разговаривали. Но я послал тебя к ним, потому что через них я благословлю тебя. Вы ответите на их молитвы. Вот как я работаю, сынок. Благословение всем, кто верит в нас и ищет нас в истине.
В вашей жизни вот-вот откроется дверь. Но оно настолько обширно, что нужно быть смиренным, чтобы потом не возгордиться. Пожалуйста, откройте Библию. Погрузитесь в мое святое слово и возрастайте в своей вере. Почувствуйте, как растет ваша уверенность. Приходите и слушайте меня каждое утро. Позвольте мне одолжить ваши уши. Поставь перед собой мои слова и сохрани мои обещания в своем сердце. Когда вы молитесь от всего сердца, это имеет огромную силу. Дорогие братья и сестры, продолжайте так молиться. Потому что, когда вы стабильны, ваши прекрасные отношения действительно коснется небес. Мои руки нежно ласкают твою голову. Все небо ответит на вашу искреннюю молитву. Аминь. А теперь, сын мой, смело встречай этот день. Мои ангелы будут следовать за тобой, и моя любовь будет окружать тебя. Аминь.